На встрече глава Коми подчеркнул, все должно быть прозрачно, понятно и доведено до общества. И все должны знать, что сегодня государство стоит на законных интересах и решает вопрос предоставления всех возможностей изучать государственные языки республики. Вице-премьер проинформировала об организации исполнения поручения президента России Владимира Путина по изучению русского и национального языков в школах. Теперь с Нового года у родителей детей появляется возможность выбора – изучать родной язык, будь то русский или коми, и родную литературу, или государственный. Как это новшество применять на практике, обсудили сегодня и на селекторном совещании с муниципальными управлениями и отделами образования республики. Сохранение коми-языка и развитие коми-языка – это вопрос не праздный. И сегодня Республика Коми в составе федерации, она поэтому и свой статус сохраняет, потому что государственность определяет проживание на территории коренного народа, условия сохранения которого и есть сохранение родного языка. С одной стороны, с другой стороны, безусловно, вот такая обязательность, безусловная обязательность изучения коми-языка по закону 2006 года с внесением изменений, с учетом многонационального населения республики, с учетом включения в республику территорий с большим русскоязычным населением, проживание населения более русскоязычного, оно, конечно, тоже вносит свою специфику. Чтобы нововведение заработало, предполагается внести изменения в республиканский закон об образовании. Они позволят привести в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов образовательные программы всех школ Республики Коми. Однако перед этим проект закона планируется обсудить на площадке Общественной палаты Коми. Впрочем, уже сегодня Наталья Михальченкова встретилась с активом Коми Войтер и педагогами. Я чистый коми, соответственно, родной язык для меня какой? Родной коми. Соответственно, я родной язык должен и обязан изучать его в полном объеме. Поэтому в данной ситуации нужно разобраться, выяснить. И о запрете я понял так, что никакой речи не идет. Да. Поэтому мы бы хотели уточнить, выяснить и после этого принимать какие-то решения, делать выводы. Она заверила, министерством утверждена дорожная карта по реализации этих изменений. И для полного информирования образовательных организаций Министерством образования, науки и молодежной политики республики подготовлено инструктивное письмо с приложением алгоритма действий по приведению образовательной деятельности в соответствии с законом об образовании, а также форма заявления. Вот те, кто сегодня пытаются манипулировать на данном вопросе и сотрясать межнациональные отношения на территории Республики Коми, на самом деле понесут за это ответственность. Она предусмотрена всем нашим законодательством. Никакого повода для межнациональной розни и для повода вообще сегодня обсуждать национальный вопрос в республике нет. Есть повод отрегулировать правоотношения в системе образования, исполнив приказ министерства. Если кто-то, получив этот приказ, идет и сотрясает воздух с общественными организациями Республики Коми, мы знаем, кто это делает и в каких населенных пунктах республики сегодня это происходит. И я вас очень прошу, пожалуйста, не поддавайтесь провокациям. На государственном уровне сохранению и развитию коми-языка уделялось и будет уделяться повышенное внимание. Будет создана межведомственная рабочая группа по развитию коми-языка, а популяризаторы языка будут получать соответствующие гранты. В планах разработка и утверждения до 1 февраля 2018 года государственной программы по сохранению и развитию госязыков Республики Коми и языков народов республики с подпрограммами коми-язык, русский язык, родные языки. Наталья Литкевич, Олег Жуковский, телеканал Юрган.